Здравствуйте. Мустафа, О, привет, Мустафа, здравствуй, здравствуй, наш тигр, наш башкиркостанский тигр, брат. Я тут проездом. Что происходит? Ну, удели нам чуть-чуть своего внимания. Хайп нам не нужен, мы и сами на хайпе, братан. Просто будет интересно с тобой пообщаться. Его Мустафа. всегда интересно слушать, знаете, я вам Да. так скажу. У Мустафы очень много знаний. Кстати, вот смотрите, ребята, что хочу сказать. Мустафа, вот ты же башкир, правильно? Да. Мустафа. Да, он сказал. Вот да. парень башкир, да? Он смог, он смог разобраться в нашем конфликте, да? Он разобрался, открыл независимые СМИ разного варианта. Но он довольно И сложный, Гоша. Он много в чем разобрался. Я бы не сказал, что он во Да, всем. подожди. Но я очень много в подожди, чем вот Чеченцами разобрался. тоже, вот с чеченцами тоже Вот спорил, всем много у мы меня сами видео с разобраться не чеченцами есть. можем, ребята. Ребята, Гоша, во дай всем ему мы сказать, сами если дело не- поднял. Я говорю, Да. я с чеченцами тоже общался. Привет, князь. Я, кстати, первый раз тебя вижу. Привет. Привет. Так вот, ты А мы с какой? тобой играли в батл, ты просто не понял. Я говорю, я с чеченцами тоже общался. Там же в Европе тоже много фанатов Ичкерии. Вот с ними тоже много видео у меня есть. Ичкерийцев, да. Казахстан там еще есть некоторые. Мгм. Вот и всё. Ну, какие проблемы? Я в основном изучал развал Советского Союза. Какие войны начались после развала. Про Таджикистан могу рассказать. Почему там гражданская война началась. Вот, кстати, у меня, знаешь, с кем были споры по поводу Таджикистана? Есть такой блогер Олим, если ты знаешь. Да. И он такой, ну, пророссийский парень, ну, взрослый мужик. Вот он там рассказывал, что-то спорил. Я ему говорю, ты вспомни при развале Советского Союза, что была русофобия в Таджикистане. Он говорит, такого не было. Я говорю, как не было? Как не было? Была Нет, русофобия. было. Было Просто- притеснение по национальной принадлежности, было На притеснение. самом деле русофобия практически на постсоветском пространстве везде была. Молдаване, Да, грузины, азербайджанцы массово гнали русских со всех вот республик, Да, массово было. приезжали в И в Россию. Чечне то же самое было. В Чечне, да. Армения, там тоже русских во всем Да. винили. Вот Вот. вы виноваты, вы нас захватили, Советский Да, Союз вы да, контролировали, уезжайте. И много кто уезжал, есть очень много хроник. Но сейчас в Да. Таджикистане этого нет, понемногу избавились от этого. Да, этого, слава богу, нету. Вот, кстати, ты затронул Армению. Вот сейчас очень серьезные события ждут Республику Армения. У них 7 числа выборы. Очень сложные выборы, очень, как сказать правильно, Мустафа, выбор ихнего дальнейшего пути, по какому пути они пойдут. То есть исторические факты, да, вот когда Армения шла одна, без России, без Российской империи, без этого, это когда, после чего, когда Армения, самих армяне на территории Армении стало этническое меньшинство. Если мы помним, к 17-18 веку на территории Армении, где живут армяне испокон веков, они стали этническим меньшинством. Лишь с помощью Российской империи, я не говорю, что они не воевали, они, конечно, доблестно воевали, отвоевывали свои территории, но лишь с помощью Российской империи они смогли завоевать и забрать свои территории Армении, в которых они живут сегодня, смогли. И вот сейчас, отказываясь, да, от пути с Россией, и вот этот депутат, или кто он, я не знаю, вот эта неблагодарная лысая свинья, которая не будем вам отправлять в Россию наши абрикосы. А я извиняюсь, кто будет больше твои абрикосы покупать? Иран? И у Ирана свои абрикосы. И Азербайджан? Так у них свое, и у Грузии свое. Единственный рынок сбыта, который был налажен, единственный для Армении, это была всегда Россия. Европа берсек будет покупать. Очень, да, вот и вот так вот сразу видно, что вы глупые люди. Логистически в Европу отправить армянские товары почти невозможно. Это только можно или морем, или самолетом. Кто твои персики будет морем отправлять или самолетом? Мустафа, что ты думаешь? Там еще заявление Пашиняна о том, что он фермерам всем заплатит, тем, которые Чего? потеряли деньги. Это Он перед там- выборами сейчас он так базарит. Да, он сказал, что возместит ущерб. Ага.
фермерам, поэтому, Мгм. не знаю, люди говорят, ждут. Ждут Да, этого ждут, денег. ждут. Также, Не знаю, также Время ждут. тянет Мустафа, просто. он возместил этим беженцам из Карабаха, да? Мгм. Да. На самом деле, я максимально против Пашиняна. Человек просто, ну, политически у него максимально одни минусы, да. Ну, Сам я, знаешь, признал Карабах азербайджанским, там уже ну, очень много пригласил предательских, Зеленского. очень много предательских вещей Да, совершил. очень много сделал, поэтому, несмотря на это, многие говорят, что он опять может стать премьер-министром. Это очень печально. Если он Да, у него возьмет очень большинство. слабая позиция у него. Вот если я посмотрел, кто выдвигается на выборы, это Царукян Гагик, это Роберт Кочурян и Самвел Карапетян. У всех у них маленькие шансы на победу. Очень маленький. Гагик, Царукян, он как премьер-министр, вообще, я считаю, ноль никакой. Допустим, Роберт Кочурян, люди не захотят возвращаться в политическое русло Кочуряна. И остается вот Самвел Карапетян, хороший выбор с точки зрения, он бизнесмен, он богатый, он не будет воровать. То есть у него есть деньги. Но Самвел Карапетян, он пророссийский, понимаешь? И вот пророссийский вектор, вот общаясь со многими армянами, мы все слышим, что они все против Пашиняна. И в те выборы тоже. Но он все равно становится премьер-министром. Может быть, и как поступит президент Молдовы, да, Майя Санду, которая открыла очень много участков в Европе. Да, Тем да. самым молдаване, которые живут в Европе, они голосовали массово за Майя Санду. И сами молдаване говорили, что она в Молдове вообще меньшинство получила голосов. Да, Майя Санду Большинство. вообще Молдове не должна была выиграть. Да. Но вот из-за Но этого выиграла. вот из-за этого она стала президентом, да. Может, Пашинян также использует это все. Армяне все-таки в Европе тоже немало. Америка, Европа, там очень много армяне, может быть, они там будут за него голосовать, потому что он полностью взял проевропейский вектор сейчас. Россия потеряла Армению. Нет, еще не все. Может, Все не наоборот, так Армения просто. Все не потеряла так Россию. просто. Как говорил Путин, если Армения откажется и выйдет из Евразес, Да, то Армения может потерять от 25 да. своего ВВП, в общем, он говорил. Мгм. В самом Смотри лучшем сюда, положении. Мустафа, вот там я забыл эти данные, не помню, перечисления, денежные переводы с России в Армению, сколько там составляет сумму какую. И самая большая диаспора, которая проживает на территории, во всем мире, это в России самая большая армянская, как сказать, диаспора. Это, во-первых, ребята, здесь вопрос, знаете, в чем? Вот вы пишете, Россия проиграла в Армению. Послушайте, ребят, не Россия от Армении зависит, а от Армения зависела от России. Границы Армении все это время, пока после распада Союза, охраняла Россия от всех этих. Понимаете, не могут стать турки им сегодня за один день стать им близкими и родными, понимаешь? То есть это надо отказаться от пути, как называемые, то есть надо отказываться от всего, и в том числе придется армянам отказаться от пути признания геноцида армянского народа, понимаете? Тогда для чего армяне 100 лет пытаются признать геноцид, почему тогда были сопротивления, люди свои жизни отдали в борьбе против геноцида и преследование тех, кто совершал этот геноцид. Тогда эта вся борьба напрасная, во-первых. Еще раз повторяю, Америка находится на другом континенте. Все находятся далеко. В первую очередь, если Армения хочет вступить в НАТО, в Евросоюз и так далее. А как же это будет выглядеть со стороны соседей? У них большой сосед Иран. Как на это посмотрит Иран, Мустафа? Вот ты как думаешь? Я думаю, пока Иран занят, у Ирана свои проблемы вокруг, да.
Это Это война с понятно. А ты Америкой. представляешь, Армения хочет притащить эту проблему прямо на границе. То есть американские войска поставить в Зангезуре. Понравится это Ирану? Нет, конечно. Нет. Если они по своим, смотри, Иран начал бомбить, так сказать, по своим религиозным братьям, начали бомбить за то, что там американские базы стоят, а Армения вообще христианское государство. Если Пашинян выиграет, и он полностью прозападный, проевропейский вектор будет выбирать, то Россия постепенно будет откажется, и Армения выйдет из Евразес. Может быть, получит членство ЕС, но вряд ли в ближайшие 10 лет Армения войдет в ЕС. Пока она будет ждать, у нее экономика все будет падать и падать. Поэтому я не знаю, будущее Армении очень туманное. Ну я же это говорю, Она- что может дать Армения Евросоюзу? Вот допустим, что? Вот что? Слушай, ну, наверное, играет... Только географически, политически вот этот максимум момент. это трудовая миграция. Ну, какая трудовая миграция? Это трехмиллионное государство. Но там 3 миллиона человек проживает в Армении. А армяне по всему миру больше проживают. По-моему, на территории России чуть ли не больше армяне, чем в самой Армении. Ну, какая трудовая миграция? Что может Армения? Что может Армения эксплуатировать? Вот что может? Во-первых, смотрите, ребята, сейчас секунду, можете потом, кто хочет говорить. Скажите мне, пожалуйста, назовите мне прецедент в Евросоюзе, чтобы страна вступила в Евросоюз без границ, чтобы не было напрямую границы. Вот вступило государство в Евросоюз, не имея определенных напрямую границ. Кипр — это остров. Еще раз. Все. Не, ну Ну, да, нет но Осло, Нету остров, прецедентов. да, но границу уже тоже через море имеет. Ну, прецедент. по А у факту там Армении море есть? морская граница там. А у с Армении Ливаном. море есть? Не, ну тут же, как я понимаю, да, на то, что Пашинян рассматривает, что он же не ломится прямо в Евросоюз сейчас и в этот момент. Он рассматривает, что в какой-то момент, когда у Грузии наладится ситуация с Евросоюзом, вот Ага. потом вместе с вот Грузией ты- быть в одной лодке. И как тебя зовут? Лука. Лука. Вот скажи, ты написал, типа, Карапетян это Иванишвили. А вот скажи мне, не кажется тебе, что Никола Пашинян это Саакашвили? М? Вот кому, ребята, чат, все ребята, кто присутствует, кому кажется, что Пашинян это армянское подобие Саакашвили? Вот кто так считает, 100% даже не то, поставьте что плюс. кажется, а миллион процентов. Подожди. Кому так кажется, плюсаните в чат. А ты сам как, Лука, думаешь? Вот не похож ли Не его знаю, вот политически? как по мне, разница в чем, что Саакашвили более, мне более это близко, да, его политика, потому что он, быстрее ставил цель и двигался в том направлении, но он по факту, да, вот что с другой стороны, что вот Саакашвили не смог наследственность политики создать. Почему? Да, то, что пришла другая власть, и то, что он сделал, они откатили обратно. Вот я Его думаю, политический может крах быть. начался начался после операции в 2008 году, когда он привел к погибели большую часть грузинской армии. Ты же прекрасно понимаешь, если ты грузин, что после событий 2008 года у Саакашвили начались проблемы внутри Грузии. Мы прекрасно видели дезориентацию и огромную, да и дезертирство в грузинской армии, когда операция в 2008 году, когда рядовой состав погибал на поле боя, а офицерский состав, генералитет и депутатский вот этот коллектив весь их, которых встречали на границе с Азербайджаном и Арменией. Было такое или нет, когда они убегали, генералы? посмотри. Было или нет, что они убегали с Грузии? Объясню. Вот посмотри, надо Нет, всегда просто подсыпать. скажи, было или нет, я объясняю. Посмотри, услышал, отвечу, да? Не слышал. А. Было такое? Не- Убегали? Убегали отвечу, определенные отвечу. генералы и депутаты Отвечу, мы же не во бежим время никуда. войны в Азербайджан и в Армению. Нет, Просто мы же не- ответь, было не или бежим нет, и никуда. говори дальше, что хочешь. Не,
посмотри, понятно, что для исход не был нам это, как называется, тот, который мы хотели, но какая-то тотального провала не было, и объясню почему. Да, надо в этой ситуации смотреть по цифрам. Да, то есть понятно, что для маленькой Грузии, количество людей, которые погибли, это много. Но сказать, что там из 30-тысячной армии, да, какая-то большая была дезориентация или еще что-то, ну, я такого не вижу, тогда должно быть какое-то большое количество людей, которые попали в плен. А вот вроде даже 50 пленных российская ВСРФ не набрали в той войне, да, то есть какой-то массовых окружений, там, массовых сдачи в плен или еще чего-то, то такого я, по цифрам не наблюдаю. Именно, если по мне говорить, то да, я в тот момент был в Царинджихском районе, и, тот район попал под оккупацией, да, то есть российские войска зашли в том числе в этом районе. Да, потом, и мэра там расстреляли, не мэра, а Гангебели тогда назывался. Короче, это другая тема. С точки зрения военного поражения было нанесено? Да. Было это, что, мол, какая-то экзистенциальная катастрофа? Нет. Но если говорим о военном поражении, то Армения еще больше военное поражение в двух этапах потерпела, и как и первое, там, в 2020 году, так и в 2023. В 2023 они и не старались там это предотвратить, да? Но посмотри, вот несмотря на то, что погибшие там у Армении были в разы больше, чем у Грузии в 2008 году, то Пашинян смог удержаться при власти и плюс еще быть на атаке. Понятно, он какую-то значительную популярность потерял, но вот он делает маленькие шаги, но где достигает для страны, ставит на курс, который, я думаю, откатить уже следующая власть, которая будет после него, они не смогут. Так что вот, не знаю, вот, Гоша, скажи, в чем согласен, в чем нет. Давайте я скажу напоследок, мне тоже надо стримить, я запускаю скоро. Смотрите, ребята, Кавказ — это сфера влияния нескольких держав, да? С одной стороны, это Россия, Российская Федерация, естественно, сфера влияния пытается расширить. Это Турция, да? Турция тоже влияние активно пытается расширить. И до недавнего времени туда влезла Франция, когда с Арменией подписывали стратегические какие-то соглашения, договоры и так далее. Поэтому она всегда так была. То есть Кавказ была всегда тем регионом, который большие страны, империи, да, союзы, какие-то государства пытались либо расширить свое влияние, либо захватить эти страны, либо под свою зависимость сделать, да. Поэтому многие говорят о том, что Россия проиграла в Армении, вот пишут здесь, да, и что такое. Пока что очень рано делать выводы, потому что значительная армянская экономика, она интегрирована в российскую экономику. Нельзя забывать, что не только в Грузии российские туристы первое место занимают среди туризма в целом в Грузии, да, но и в Армении занимают первое место. Это еще армяне, которые живут, армянская огромная диаспора, которые живут в России, особенно в Ставропольском крае, которые каждые там несколько месяцев едут домой на маршрутках, да, там платя 2000 и так далее. Это все могут закрыться. Это огромные проблемы. Это огромная диаспора армянская, которая зарабатывает в России. Поэтому пока что очень делать какие-то выводы, что Россия потеряла или нет, это очень рано. Во-вторых, я вот последнее скажу, что абсолютно маленькие страны никогда не были независимы. Они всегда были зависимы от больших стран. Другое дело, что предлагает Евросоюз странам Кавказа, что предлагает Россия странам Кавказа, что предлагает Турция странам Кавказа. Народы Кавказа должны смотреть как максимально для себя выгоду и выбрать ту страну, с кем сотрудничать, которая максимально выгодные условия предлагает. Вот и все. В этом плане я в этом вот так сужу. Вот да? я послушал. Мустафа, вы покидаете, да, нас? Да. До свидания, тогда, Мустафа, приятно, заходите к нам, всегда тебя рады слышать. Да и вообще, брат, у нас прямые рейсы
вообще с твоей республикой Башкиркостан у нас сейчас очень хорошие взаимоотношения, и мы очень рады вас, Выше. ребят, видеть. Будем рады. Так, что я хочу сказать. Лука, ответить тебе. Я послушал тебя. Так, порционно отвечу. Что касается операций, так называемой, в 2008 году. Грузия потеряла 133 человека. Ты так и не ответил на мой вопрос. Я не знаю, почему ты не захотел на него отвечать. Но я буду... Ну, я сам... ответил, не знаю. Не-не-не, ты не ответил на мой вопрос. Я тебе задал совсем другой вопрос. Теперь я говорю. Во время военного конфликта в 2008 году человеческие ресурсы, генерал, я не помню, Давид его звали, генерал грузинской армии, который указал о 133 военных, которые погибли, плюс еще там столько же пленных. Это первый аспект. Ты не ответил на вопрос, я тебе задал вопрос. Были ли генералы грузинской армии, военнослужащие, высокопоставленные, которые покидали территорию Грузии на границе с Азербайджаном и Арменией? Тоже были. Это... Я такое не слышал. Ну, хорошо, ты такое не слышал. Я тебе говорю, что таких очень много было. Гуманитарный коридор, когда Армения открыла это. Ну, хорошо, дальше. Самое главное, Грузия тогда потеряла подконтрольные ей территории. Сванская Абхазия, да, Кадорское ущелье, которое контролировала после военного конфликта в 1993 году. Грузия контролировала этот регион. После 2008 года этот контроль потеряли. На спецоперации в Кадорском ущелье полнейший провал. Ну, да, там пострадавших и погибших. Секунду, я же слушал, Лука. Вы потеряли, я с этим согласен. Лука, я же слушал, не перебивал, выключил микрофон и тебя внимательно слушал. Да, я тебе говорю, что в спецоперации в 2008 году на территории Кадорского ущелья потеряли влияние и Кадорского ущелья. Да, там не было пострадавших, потому что была дезориентация, и люди бросили свои позиции и просто тупо убежали, не приняв бой. В Кадорском ущелье грузинская армия не приняла бой, просто бросила свои укрепленные позиции и покинула. Без, еще раз говорю, без вступления в бой. То есть там никто не погиб, это раз. Потеряла территории, ну то есть я сказал, два. То же самое со стороны Южной Осетии. Там были подконтрольные территории и поселки, которые контролировала Грузия. То же самое, потеряли контроль над территориями. То есть операция в 2008 году огромный провал. Что касается Пашиняна. Почему мы говорим это Саакашвили 2.0? По приходу Пашиняна Армения потеряла влияние в Нагорном Карабахе. И вообще, как бы, вот эта позиция и война, которая произошла в 2000, ну вот последняя война в Карабахе, Пашинян прекрасно знал, что он сдаст позиции и мог бы не устраивать эту кровавую баню, мог бы спокойно вывести оттуда войска, чтобы ребята не погибали. Он там дал еще и проиграть, и погибнуть, и всему тому подобное. Это во-первых. Теперь, что касается, там пишут, Россия проиграла, Россия в Армении. Да слушайте, здесь вопрос, кто в ком нуждается больше? Россия нуждается больше в Армении или Армения нуждается в России? Вот вопрос. Здесь стоит вопрос так. Кто в ком больше нуждается? Великая держава, 1/6 суши, или маленькая Армения? Кто в ком? Конечно, безусловно, есть российский интерес на Южном Кавказе. Всегда есть, был, потому что немало Российская империя вложила в войну в Южном Кавказе. Армения и Грузия была плацдармом во время русско-кавказской войны. Армяне и грузины воевали в рядах российской имперской армии против Кавказа, да и много чего. Ну и в принципе освобождала территорию Армении от турков, персов и Грузии. В Грузии то же самое в принципе. И потеряв, они потеряют, если то, я думаю, у Армении очень опасная ситуация. Они играют с огнем. В первую очередь, это не понравится ихним соседям, иранцам, что там появятся американские базы. Ну и так далее по накатанной. И не дай бог Армения опять вернется в ту ситуацию, что на территории Армении армяне станут в меньшинстве. Это очень вполне возможная ситуация.